Каждую осень к этому невысокому зданию в центре Алматы приходят молодые люди, такие же энергичные, красивые и немного легкомысленные на вид, как все молодые люди. Однако, несмотря на свой юный возраст, они уже сделали жизненный выбор, связали свою судьбу с музыкой. Учебный год консерватории – это еще один этап в их продвижении по долгому пути, который радостен и труден, наполнен овациями и сомнениями и ежедневным кропотливым трудом. Этот путь служения музыке, величайшему из искусств. Как сложится судьба каждого из этих молодых музыкантов, это зависит в большей степени от интереса зрителей к классической музыке. Это зависит от того, насколько востребовано будет искусство в нашей стране. Но если посмотреть историю человечества, о развитости государства говорит его культура. На самом деле все обучающиеся в консерватории, они обучаются на государственном гранте. Это говорит о том, что государство поддерживает таланты, и если человек талантлив, у него в нашем государстве есть возможность этот талант развить и сделать достоянием народа. Наша культура очень древняя, тем не менее, со времени обретения независимости, благодаря постоянной заботе президента страны, оно начало развиваться еще более динамично, в соответствии с требованием времени. И в этом отношении консерватория всегда идет в ногу со временем, подготавливает очень профессиональные кадры, современные кадры, которые успешно выступают практически во всех странах мира. Музыкальное образование, поддержка молодых талантов в нашей стране – это пример для многих стран. Вы знаете, много раз мои коллеги французские, из Кореи, американцы, россияне в последнее время говорят: пример вашей консерватории – это для нас аргумент, чтобы убеждать наше правительство, наше министерство в том, как надо вести эту политику. И, конечно, все прекрасно понимают, и мы это очень хорошо осознаем, что это прежде всего политика нашего президента. Все знают, что он любит культуру, что он ценит культуру, и он понимает, что культуру надо взращивать, что ее нужно поддерживать со всех сторон. Это действительно коллектив, который можно сравнить с оркестром, где все слажено, потому что каждый здесь выполняет свою партию. Есть тихие, есть громкие партии. Торжественное звучание оркестров, воодушевление музыкантов и полет воображения слушателей. Как возникает это единство? Это общее дыхание, это объединяющее всех стремление к гармонии. Как возникает эта связь между каждодневными занятиями и воплощением высоты духа? Сложные вопросы, ответы на которые возникают в процессе обучения классической музыки. К пониманию этих связей подводят своих учеников педагоги консерватории. Люди, всецело посвятившие себя служению искусству. Консерватория – это прежде всего коллектив, который объединен стремлением передать молодому поколению творческий опыт великих предшественников. Киелі Маңғыстау топырағында туып өскен мен үшін консерваторияға оқуға түсу үлкен қол жеткізбес арман болып саналатын. Қазіргі таңда арманым орындалып, консерватория жан сарайыма айналды. Екінші жанұям болып саналатын консерваторияны мерейтойымен құттықтай отырып, шын жүректен, биік шыңдардан көріне беруіне тілектеспін. К нам идут ребята, действительно преданные музыке. И я думаю, что наша задача, чтобы они вот эту вот преданность музыке не потеряли, не разочаровались в этом. И как раз это большая заслуга нашего коллектива профессорско-преподавательского. Высококачественная, я подчеркну, куда входят выдающиеся деятели культуры, народные артисты, заслуженные артисты, доктора, кандидаты наук.
профессия музыканта еще очень сложная, кропотливая, тяжелая. Это даже физически и интеллектуально ты не отдыхаешь. Ты все время находишься в процессе работы. Пусть ты в отпуске, пусть ты вечером пришел домой после работы, все равно ты находишься в работе, потому что иначе без этого нельзя, потому что музыка как искусство, она очень глубокая и обширная, можно сказать, ей нет конца, она бесконечна. Во все времена в руках музыканта было мощнейшее оружие, способное управлять настроением людей, их стремлениями, их идеями. Обучение музыке – это двойная ответственность, осознание которой – основа профессиональной этики, столь же необходимой, как и в других видах деятельности, где происходит взросление души, становление характера и обретение истинного мастерства. Мало родиться музыкантом, нужно еще быть готовым к преодолению трудностей и постоянному росту. Нужно посвящать себя музыке целиком, когда профессия становится самой жизнью. И так часто бывает такой легкий взгляд со стороны на нашу деятельность. Они в любой момент могут сыграть. Кажущаяся легкость этой профессии, она и такое мнение рождает. На самом деле за этим стоит чудовищный труд. Адамдардан сұрайды екен, бақыт деген не деп. Сонда бақыт деген адам айтады екен, ол жұмысқа асығып келу, жұмыстан шығып асығып үйге жету деп. Біз жұмысымызға асығамыз, себебі бұнда өте жақсы көңіл күй, ұжым өте тату, бір-біріне деген зор ықыласпен қарайды. Сондықтан істеп жүрген жұмысымызда өзімізге ұнайды. Негізінен әрине өнерде жүргеннен кейін ол мына ауырған жүректі жазу, қайғың болса соны басу, болмаса жүректі тазарту деген сияқты өнердің үлкен күші бар. Педагог должен обладать колоссальным терпением. Педагог именно с большой буквы, который видит в студенте не только какой-то подопытный материал, да, а видит в студенте личность и чувствует, чем он живет, чем он дышит. Молодость, талант. Но это только начало пути. Углубление профессиональных навыков и духовный рост – следующие, важнейшие стадии вхождения в профессию. Взгляд педагога всегда нацелен на эти глубинные процессы воспитания личности. Ведь за высоким уровнем мастерства всегда стоит яркая индивидуальность музыканта и его внутреннее содержание.
И хотя в программе консерватории нет таких предметов, как харизма музыканта или личностный рост, эти понятия подразумеваются в творческой работе со студентами, в работе, которая сегодня определяет их будущее. Сейчас есть все условия для того, чтобы был рост профессиональный, чтобы определиться. Открываются новые коллективы, допустим, Астана опера. Здесь тоже, в Алмате, студенты видят это, видят, что это востребовано сейчас. И как везде, конечно, есть, наверное, своя конкуренция даже между собой. Готовимся к гастрольной поездке в Южную Корею, к нам приезжает американский дирижер. Вот. И чтобы даже сейчас попасть в симфонический оркестр, проводится очень такой, скажем, не жесточайший, но очень строгий отбор студентов, которые за этот период обучения более готовы к работе в оркестре. Это политика консерватории. Қазір бұрынғыдай емес, халық концерт келетін болды. Мен айтам және болашақта сіздер мына концерттің шетелдегі $100, $200, $1000 қалатын болса, біз де сондай дәрежеге келеміз. Қазірде сұраныс мол. Аншлаг деген бола ма деуші едім, жай жеткізді. Алғаш кездерде қалай болам болмай ма деді. Енді барсаңыздар консерваторияның ішінде аншлаг, үлкен залдарда аншлаг. Астанада барлығы концерт берген кезде бәрі тұрып кеткісі келмей. Сонда оларды көріп жүр ғой. Қарасаңыздар, Ласкаладан келіп жатыр, басқа жақтан келіп жатыр дегендей, мына Москвадан келіп жатыр, Санкт-Петербургтан келіп жатыр дегендей, Жапониядан атақтандар келіп жатыр ғой. Солармен салыс көріп жүрген адамдар, әсері солардан артықпамыз кем болған жоқ. Не? Ол деңгей. Деңгей бір күнде келмейді. Я прекрасно понимаю, что процесс должен быть непрерываемый, стабильный. Чем он более стабильный, тем он более качественный. Ну и как, если дети должны выступать, если они практику должны проходить не так формально и там усеченно, а по-настоящему, чтобы они эти чувства, эмоции испытали, и вот этот вкус сцены, вкус успеха, вкус к аудитории, которая восторженно их приветствует. Я думаю, что они на этом тоже растут, но я хочу сказать, что просто вот низкий поклон всем нашим педагогам, которые, несмотря на это, ведут вот эту свою линию, что они должны знать гармонию, они должны знать историю музыкальную, теорию, они должны контекст культурологический, они философию как следует должны изучать, казахский язык, английский язык, сольфеджио. То есть у них столько обязанностей. Наши дети, кроме того, еще должны самостоятельно заниматься минимум часов 6 в день. В этой консерватории учились мои родители. Мне была мечта здесь жить, здесь учиться. И когда я пришла сюда, когда пришла в оркестр, когда увидела эти концерты, мне казалось, что я общаюсь с людьми. Люди меня окружают все, которые варятся в этой каше, в этой музыке. И мне это очень нравилось. Музыканты как дети. Их нужно защищать. Они очень хрупкие, очень чувствительные, очень так обостренно воспринимают даже простой вопрос, не то что проблему. И поэтому их нужно защищать. А почему я так хорошо понимаю про музыкантов? Потому что я сама музыкант, и я сама такая же. Очень многие вещи, которые несколько лет назад или даже больше казались абсолютно фантастическими, абсолютно, если хотите, неприемлемыми, абсолютно несвойственными, абсолютно непривычными, они становятся частью будней консерватории. То есть это свидетельство, на мой взгляд, о каком-то таком вот прогрессе в деятельности вуза. И понимаете, этот прогресс, эта поднимающаяся постоянно планка, она не может не отразиться и на каких-то личностных качествах
людей задействованных в этом проекте. А в консерватории принято так, что танцуют, как говорится, все. Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. Эти слова Конфуция в полной мере можно отнести к Алматинской консерватории, к стремлению ее коллектива сохранить музыкальные и педагогические традиции. Какие-то очень сложные задачи выживания, какого-то нашего генерального финансирования, каких-то основных программ, они уже решены, есть какая-то стабильность в обществе. И мы сейчас действительно занимаемся творчеством. Мы в творческом процессе с нашими студентами. Поскольку они молодые, мы все тоже себя ощущаем совсем по-другому. Мы все, вот и студенты, и педагоги, и молодые, и средние, мы все занимаемся одним делом. Нам очень важно, чтобы наши студенты проявили вот то чувство музыки, которое мы им передаем. Это волшебство. Потому что по-другому это назвать, мне кажется, невозможно. Я знаю своих однокурсников, я знаю друзей в консерватории, я отчасти это могу применить на себя. То есть ты можешь 10 минут назад ходить, и у тебя может быть в голове совершенно что-то житейское, простое, как иногда говорят, а за несколько минут до того момента, когда ты знаешь, что сейчас откроется дверь, и ты должен выйти в зал, и в зале сидит публика, у тебя меняется что-то в душе, в голове, ты настраиваешься, ты собираешься, ты понимаешь, что сейчас, неважно, играешь ты сольно, играешь ты с оркестром или играешь ты в оркестре, ты сейчас будешь творить, ты будешь частью волшебства. Чувство музыки. Может быть, это шестое чувство, которым наделила человека природа? Развивать это чувство, воспитывать и прислушиваться к нему – важнейшая составляющая процесса обучения. Чувство сцены. Может быть, это седьмое чувство человека? Чувство, которое можно испытать только во время выступления. Енді бұл біздің студенттік оркестріміз, жалпы осы консерватория, бұл біздің Қазақстандағы біздің үлкен білім ордасының, өнер ордасының қаймағы деп есептеледі. Сондықтан да осы біздің балаларымыз, қазіргі балаларымыз ертең осы консерваторияны бітіріп, олар үлкен шаңырақтарға барады, үлкен оркестрлерге, біреу солист болады. Сондықтан да осы біздің қазір Алматыда Құрманғазы атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі және отырар сазы фольклор этнографиялық оркестрлер бар. Сол жерге жұмыста тұрады. Бірақ ол жердегі біздің адамдарымыз, біздің музыканттарымыз, олар да осы консерваторияның түлектері. Ол өмір деген ауысады. На наших глазах совершается новая история консерватории. И мы явились участниками этой
этого свершения, участниками этого процесса преобразования. Мы все, и студенты, и педагоги. Я преклоняюсь перед всеми музыкантами, перед педагогами этой консерватории, поскольку знаю, насколько кропотлив и нелегок их труд. Я знаю, например, вот она обязательно станет вот композитором, исполнителем своих песен. Это железно будет. А, допустим, парень, он захочет организовать себе хороший, может быть, хор типа хора турецкого, к примеру. А другой, вот он очень хочет, я его просто настаиваю, что у него все данные для того, чтобы стать оперным дирижером. Ну, со стороны может показаться, да какие у них там проблемы. А у нас не шуточные, у нас настоящие проблемы. Жизни и смерти. Вы даете возможность всем попасть в элиту. Благодаря своим способностям, своему умению, своему таланту. И думаю, это важно. Это характеризует развитие системы образования и музыкального образования в частности. То есть, если ты талантлив, тогда ты можешь получить вот этот доступ, стать элитой. И несмотря, ты родился в селе или в городе, в глубинке, несмотря в каком регионе ты родился, эта возможность есть. Я думаю, это вот самое главное в системе музыкального образования, которое у нас сегодня есть. Это элитарное заведение, но открытое для всех. 30 апреля 1944 года Совнарком СССР своим распоряжением положил начало созданию в Алмате консерватории. Республика остро нуждалась в кадрах высшей квалификации в сфере музыкальной культуры и образования. Совет народных комиссаров Казахской ССР постановил с 1 октября того же года организовать Государственный институт искусств, преобразованный впоследствии в Алматинскую консерваторию. В 1945 году консерватории было присвоено имя выдающегося казахского народного композитора XIX века Курмангазы Сагырбаева. С первых дней своего существования консерватория начала играть ведущую роль в формировании новой казахстанской музыкальной культуры, которая вобрала в себя опыт европейской классической музыки и национальное музыкальное наследие. Музыкальное искусство, которое у нас есть в стране, вот за прошедшие 20 лет, оно возродилось, оно выросло, оно перешло на новую ступеньку развития. Мы стали узнаваемы не просто, как в свое время, часть большой той страны, которая была, и говорили, что оттуда, и говорили из этой страны, нет, из Казахстана. Я думаю, это очень важный момент, и нам нужно еще много времени для того, чтобы эволюционировать, чтобы мы пришли, наверное, к новому восприятию или к новому отношению. Будем помогать, поддерживать, а вопрос того, что где-то, если необходимо, готовы даже участвовать. Почти все мне говорят, какие лица у ваших студентов. Когда они приходят вот на сцену, они любуются, молодые, красивые, свет культуры, свет вдохновения. Они изнутри начинают сиять.